Сегодня в своем выступлении мы затронули вопросы патриотического воспитания. И сегодня я хотел бы сказать о том, что родители должны с молодыми людьми проговаривать такие вещи, которые влияют на патриотизм нашей молодежи. Наши молодые люди – пластилин, и порой им просто надо объяснить, где черное, где белое, и делать это на регулярной основе, без всяких хитросплетений, просто проговаривать. Я бы очень поприветствовал ту традицию, которую ввели в наших школах, поднимать российский флаг под гимн Российской Федерации. В нашем гимне очень правильные слова прописаны, и с нашим гимном можно идти в бой. Если меня спросить, что такое патриотизм, это прежде всего личная ответственность, понимание своей личной ответственности в совершенствовании, улучшении как имиджа нашей страны, как ее достояния, сохранение тех достижений, которые нам достались от наших предков, знания нашей истории, но и постоянное улучшение, постоянно работать над собой, постоянно совершенствовать свою деятельность, быть лучшим с каждым днем в избранной своей деятельности. И вот такие мелкие личные вклады приведут к такому глобальному развитию. Каждый должен понимать личную ответственность. Это чему мы обучаем наших спортсменов. И что мы можем делать? Мы можем проводить хорошие соревнования, мы можем воспитывать, мы можем тренировать быстрых, ловких, сильных, выносливых, трудоспособных людей, поколения. Мы это делаем. И желаю всем на вашем поприще будьте лучшими, совершенствуйтесь. Всегда осознавайте личную ответственность за нашу Родину. Не ждите от кого-то. Действуйте, двигайтесь. Россия, мы гордимся тобой. Для нас честь быть русскими россиянами. Вопрос очень интересный по поводу патриотизма. Я считаю, что это должно прививаться не только дома в кругу родителей, но и в кругу общества, где он растет. Общество – это школа, это залы спортивные, где он занимается. То есть тот круг людей, который его окружает, это и есть показатель. Патриот – это тот, кто делает правильные вещи, принимает правильные решения для развития своей страны, где он живет, работает и учится на пользу, на благо, приносит какую-то пользу. В школе это знание, учеба, в более зрелом возрасте это работа на благо страны. То есть на сегодняшний момент у нас большая нехватка рабочих рук, как вы знаете, да? То есть это рабочие специальности, технические специальности. Мы не только развиваем узкоспортивно детей, мы как педагоги направляем ребенка. Наша задача выявить у него интересы и помочь раскрыться в этих интересах. А спорт является очень хорошим, инструментом для достижения этих целей. То есть для того, чтобы он мог понимать ценности, во-первых, и, как говорится, ценить традиции наших предков, ну и быть полезным для страны. Чтобы дети вырастали патриотами, чтобы они становились патриотами, мне кажется, что первое – это нужен личный пример тренеров, ну и, конечно же, родителей. И нужно всегда во всем подчеркивать, что мы работаем на благо нашей страны, что мы все делаем для того, чтобы наша страна, а что такое страна? Это наши люди, чтобы наши люди жили лучше, чтобы мы становились сильнее, чтобы мы могли преодолевать любые трудности, с какими бы нам ни приходилось сталкиваться. Это надо научиться из школы, надо учиться детям в школе, чтобы защищать Родину, любить свою Родину и не бросать свою Родину в беде, когда Родине тяжело. Остальное – это учиться из родителей, из школ, из детских садов. Надо учить детей. Ну, смотрите, значит, как. Я сына тренирую с 4 лет сам. Мы занимались, просыпались, делали зарядки, отжимались, шпагат. 4 года он пошел на спортивную гимнастику, 2 года мы занимались. Был результат. Это надо прививать, это надо работать, поощрять как-то. Все-таки ребенок пока маленький, надо приучать, прививать, а потом все это уже со временем привьется, для него это будет уже жизнь и будут результаты. То есть он должен идти по своей дороге, его надо направлять, поддерживать надо постоянно, поддерживать, двигаться надо вперед, не стоять.
Но все равно нужно и показывать примером. Если он в спорте будет преодолевать все трудности, я думаю, характер уже будет показывать свои плоды в жизни.